Это рэп-кинообзор. Эра Альтрона. Давай. Фанаты фильма ждали этого 3 года. Хотели сильно увидеть на экранах снова эту картину, которая запала в сердца. Мстители Эра Альтрона дошла до нас. Все человечество вновь оказалось на грани. И как им туго придется, не понимают сами, что происходит на земле. И опасность какая, знают лишь те, кто не спит, землю защищая. На этот раз планете угрожает Альтрон. Искусственный интеллект, который очень силен, создан был для того, чтобы защищать людей. Но обернулось все так, что он теперь злодей. Главной угрозой посчитал людей Альтрон и принял без чьей-либо помощи решение. Он, толку нет от человека, он губит планету. И лучше пусть умрет и не делает это. Надежда людей лишь их супергерои, которые тоже замешаны в этой истории. И эта новая задача для них сложная, ведь Альтрон развивается день ото дня. Этот актерский состав, состав мечты. Других уже нам не надо, ведь эти крутые. Но эта часть нас порадует, и, кстати, не раз. Супергероев будет больше, и это класс. Я всегда поражался, как рисуют так. Американцы бы сказали: «Hey, what the fuck?» Я могу лишь сказать: ребята молодцы. Все, кто над фильмом работал, просто отцы. Мстителям ставить не 10, не камильфо. Поверь мне, я уже видел этот фильм, бро. И за всю работу, что проделала команда, я поставлю, конечно, только 10 баллов. Из всех героев мне больше по душе Халк. А кто твой фаворит? И стал им как? Пиши в комментах, узнаем фанатов героев. Это рэп-кинообзор, слов в запасе море. Хочу заметить и сказать каждому из вас: это не ремейк, это фильм на рассказ. На великий рассказ Васильева Бориса, который был написан с душой и сердцем чистым. И смех и слезы будут во время кино. Жалость, злость, счастье, а также добро. Много чувств ты испытаешь в кинозале. Комменты не нужны, пока не увидите сами. Это 2 разных фильма, тогда и сейчас. В наше время по-другому показали рассказ. Не надо сравнивать кино одно с другим. Это не ремейк, а совершенно другой фильм.